Всем привет! Я вам сейчас расскажу, как правильно строить сетевой бизнес и как заработать вместе с нами на тайге. Я знаю, что есть один из первых вопросов, где брать людей. Давайте поговорим про это немного. В нашей встрече установочной, это называется запуск бизнеса, этот список – это пункт первый. И вам нужно этот список записывать всех людей, которых вы когда-либо знали, знаете или будете знать. Поэтому вы работаете следующим образом. Берете, либо прямо заходите на сайт vilovi.com, в личный кабинет. У вас там есть прям кнопочка, которая называется список 100. Вторая история, где вы можете писать список. Вы можете взять таблицу Excel, и если вам удобно пользоваться Excel, делать это прямо там. По образу и подобию то, что есть в личном кабинете. Третье. Вы можете делать это прямо на бумажном носителе. Только я вам рекомендую побольше места оставлять между строчками, чтобы писать комментарии в виде решения о том, чем закончилась встреча и предназначение второй встречи, что с этим человеком нужно сделать, что ему рассказать, в какую область пойти, какое знание дать. Итак, пишем всех людей, которые есть у вас в телефонной книге в вашем коммуникаторе. Второе. Берите людей из социальных сетей. Там есть прям теплые люди, там есть какой-то средней теплоты люди, там есть, возможно, люди, которые просто ваши друзья, вы их не знаете. Это тоже ваш потенциальный список. Третье. Возьмите, посмотрите фотографии. На фотографиях наверняка будут люди, знакомые знакомых, с которыми вы как-то пересекались, но их нет в вашем списке. Вы их можете записать в список. Вы можете даже не помнить имени или фамилии, или не знать телефона. Вы можете писать, что это тот парень в красной рубашке, день рождения у Маши. Это та девчонка, кем вы познакомились на Новом году, там, у Гриши. И потом у этого Гриши или у той Маши вы можете добыть телефоны и контакты этих людей. Но таким образом ваш список будет больше, больше и больше. Конечно, если вы чувствуете, что у вас список небольшой, если там меньше 100 человек, и вы проводите встречи, и у вас список, как вы думаете, кончается, то вам стоит постоянно думать о том, где взять еще людей. Где их можно взять? Посмотрите по сторонам. Их много. Их в Новосибирске около 2 миллионов. Их в России сотни миллионов. Их в мире миллиарды. Поэтому просто откройтесь к людям, откройте глаза, откройте к ним желание познакомиться. И что делаете? И идите знакомьтесь. Это очень прикольный навык, его можно освоить. На самом деле не обязательно прям здесь сетевом для тайги, для Vilovi. Вы можете просто его освоить, но вам поможет жить. Можно ходить на какие-то тусовки, которые вам нравятся. Нравится вам тусоваться со спортсменами? Знакомьтесь в фитнес-клубах. Если вам нравится бизнес, ходите на бизнес-тусовки, знакомьтесь там с людьми. Если вам нравится кружок по вышиванию, ходите, занимайтесь вышиванием и знакомьтесь там с людьми. А можно практиковаться просто, вот сейчас лето, сейчас много людей на улице, выходишь просто в парк, видишь людей, которые не торопятся и прогуливаются, можешь начать с ними знакомиться простым способом. Сколько времени? Не подскажете, как пройти к мэрии? Правда, сегодня прекрасная погода и не так много комаров, как вчера. Прикалывайтесь, живите. Не обязательно им тут же рассказывать что-то про тайгу. Научитесь знакомиться. И сначала вы сделали комплимент, потом вы сделали какой-то прикол, прикололись. Потом, может быть, вы кому-то дали откусить мороженое или у кого-то откусили мороженое. Но таким образом вы можете что? Сначала сделать комплимент, потом узнать имя человека. А потом, если вы друг другу интересны, сказать: слушай, давай обменяемся контактами, вдруг будем полезны друг другу. И таким образом постоянно будете пополнять свой список. Вы наверняка где-то живете. И там, где вы живете, наверное, есть какие-то соседи. И вот представляете, я знаю такой простой момент, что когда ты живешь в 9-этажном доме, у тебя 4 квартиры в твоем подъезде, ты, наверное, там не всех знаешь. Или ты не знаешь, кто живет над тобой или под тобой. Начните разговаривать с вашими соседями и скажите: здравствуйте, мы тут так давно вместе живем, мы друг друга видим, а как вас зовут, а чем вы занимаетесь? Там тоже можно брать контакт. Вы где-то ставите свой автомобиль, автостоянка это, или тоже около дома где-то. И чей-то автомобиль постоянно стоит рядышком с вами. Вы можете познакомиться таким образом. Если вы собачник или кошник, у вас, наверное, вы выгуливаете этих животных, или птичник, вы вылетываете своих животных. Наверняка есть какая-то туса людей, которые тоже делают подобное. Можете знакомиться там. Если вы сидите в какой-то кафешке,
пьете кофе. Вот у нас был вчера случай, у нас была встреча, мы сидим, разговариваем с кандидатом, и задний столик у нас был следующий, там сидят 3 симпатичные девчонки. И официант ошибся счетом, он приносит счет нам за тот столик. И девчонки начинают ржать: а, прикольно, пацаны решили за нас рассчитаться. Ну, можно было слить и никак дальше не реагировать, а можно было повернуться и сказать: о, интересные вы такие, давайте познакомимся и потом решим, рассчитаться за вас или нет. И можно набирать таким образом контакты и просто жить. Не нужно ходить, думать, где взять контакты, как взять контакты. Это должно быть просто. Поэтому попробуйте просто любую возможность, вот которая только есть в вашей жизни, использовать для того, чтобы пополнить список контактов. Вы наверняка ходите на работу или на учебу, или у вас есть там какие-то свои истории. Наверняка там есть не все люди, которые есть в вашем списке. Попробуйте познакомиться с ними, попробуйте узнать о них. Там есть преподы, там есть коллеги по работе, начальство есть, или может быть даже подчиненные у вас есть. Смотрите, каждый человек – это список, который вам недоступен. Это дверь в новый список. И получается, познакомившись однажды с каким-то одним человеком, вы можете получить доступ к его списку. Он даст либо вам рекомендации, либо кого-то посоветует, либо станет вашим партнером, и тогда уже будете работать с его списком. Летите вы в самолете, едете вы в поезде. Вот вы можете 4 часа лететь в самолете, смотреть в окно или спать. А можете что? Можете просто познакомиться с человеком, угостить его тайгой, и глядишь, что-то завяжется. Я прекрасно понимаю, что не будет стопроцентного успеха. И не нужно сразу делать продажу или там рекрутинг. Просто научиться знакомиться, научиться делать комплименты, научиться брать телефон или визитки и записывать чек в список. Мы сейчас говорим только про этот шаг, пока про список. Мы сейчас не говорим про звонок, мы сейчас не говорим про встречу, мы не говорим про презентацию. Мы говорим, просто должен быть список растущий. То есть этот список должен расти быстрее, чем то количество людей, которых вы успеваете рассказывать. Вы пришли на день рождения к маме, к бабушке, к другу, там есть какие-то люди. Почему с ними не познакомиться? Почему не обменяться контактами? Почему не договориться? Слушай, может быть, друг другу полезны? То есть люди есть вокруг. Нужно просто что? Открыть глаза, открыть к ним сердце и брать контакты. И есть еще такая техника. Смотрите, есть метод фокальных объектов. То есть это метод каких-то ассоциаций. Берите любую ассоциацию. Например, кого вы знаете лысого? Вспоминайте, кого вы знаете лысого и которого нет у вас в списке. Запишите его. Второе. Кого вы знаете, кто недавно, например, родил ребенка? Запишите. Кого вы знаете, кто недавно приехал из-за границы? Запишите. Кого вы знаете, кто недавно, у кого болел зуб? Запишите. Берите любую ассоциацию. Кого знаете толстого, кого знаете беременного. Все это не важно. Потом можете брать, просто откройте в интернете там, или справочнике имена людей. Кого вы знаете с именем Лена, кого знаете с именем Сергей, кого знаете с именем Грагат, кого знаете с именем еще каким-нибудь. То есть просто любая ассоциация, любая буква, любая подсказка может дать вам подсказку, кого можете записать в список людей. Кого вы знаете солнечного, кого вы знаете с веснушками, кого вы знаете угрюмого, кого вы знаете негативщика, кого вы знаете позитивщика, кто душа компании, кто умеет играть на гитаре, кто занимается тяжелой атлетикой, а кто слушает хэви-метал. То есть, ребят, любая ассоциация. Просто нужно в это вовлечься, нужно это захотеть, нужно поставить это себе в цель. Как только вы ставите себе в цель, у вас потихонечку начинает эта штука накатываться. Как только ваше окружение, ваши родители, ваши дети, ваши друзья, они будут знать, что вы ищете список людей, пополняете, они будут вам приходить и в клювике приносить какие-то визитки, будут вам подсказывать, где можно взять еще людей. Поэтому просто начинайте быть открытыми. Самое главное, я вам вот прям сильно рекомендую, не решайте за людей. Будут они использовать тайгу, будут ли они заниматься бизнесом, это не важно. Важно, чтобы был список. И тут еще такой момент. Помните, что ваши люди будут копировать вас. Если будет у вас большой список, будет большой список у них. Если вы будете сидеть, корпеть, скукожиться над списком, соответственно, будет то же самое у людей. Поэтому прокачайте себе эту компетенцию, получите от этого удовольствие, относитесь к этому легко и больших вам списков.